Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В столице региона будет произведена реновация Заложного района исторического центра Якутска. Глава Якутии Айсен Николаев недавно провел совещание по реконструкции именно этого района города, где более всего сохранился облик старого Якутска. На совещании была рассмотрена концепция территории и проект дорожной карты. Как изменится Залог в скором времени? Об этом поговорим с нашим гостем. Это главный архитектор города Якутска Семен Сергеев. Семен Афанасьевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот кроме Залога, о котором мы сегодня поговорим чуть подробнее, какие еще архитектурные памятники войдут помимо этого района в программу реновации? Расскажите об этом. Так, данная территория у нас находится в центральной части города Якутска. В генеральном плане, в градостроительных документах она обозначена как охранная зона номер 2. И, конечно же, этот район, он соединяется функционально теми территориями, которые у нас расположены рядом и функционально связаны с объектами культурного наследия. И с такими комплексами, как старый город существующий. Кроме этого, между этими районами находится реальное училище, мужская прогимназия, шахта Шергина. И все эти территории, они своими функциями должны быть завязаны вместе. Насколько я знаю, по реконструкции Залога дано поручение разработать дорожную карту как региональным, так и городским властям. Какими вопросами займется именно муниципалитет? В первую очередь, в дорожной карте, которую подготовили Управление архитектуры Республики, они подготовили проект совместно с нами, были включены все вопросы, которые ранее были начаты, и поставлены уже новые задачи. Как раз то, что наши предшественники занимались этим проектом, все знают, что начат он был давно, и все мероприятия, которые сейчас прорабатываются, были проработаны, они все включены в эту дорожную карту. Например, такие как сейчас прорабатывается вопрос разработки охранной зоны, объединенной охранной зоны, которая устанавливает на всей территории единую зону. На сегодняшний день на этом участке находится 2 памятника культурного наследия, которые признаны официально. И сейчас после разработки этого документа будет у нас регламент, действующий на всю территорию по границам всего комплекса. Это мероприятие включено в дорожную карту. Мы этот проект уже подписали контракт на разработку, и в ближайшие дни подрядчики должны закончить работу. После этого данный документ пойдет в процедуру согласования, утверждения Департаментом охраны культурного наследия и вступит в законную силу. После этого мы должны внести изменения в наши проекты планировки территории, привести все в соответствие данному проекту. Кроме этого, предусмотрены мероприятия вообще в целом по освоению. Самая главная задача – это завести туда инвесторов. И исполняющий обязанности главы Евгений Николаевич Григорьев предложил как раз-таки подойти комплексно к решению вопроса, потому что без инвесторов, без вложения средств данный квартал невозможно реализовать. И мы очень рады, как муниципальное образование, о том, что вопрос поднялся на уровень региональных властей. Прошли несколько совещаний, выездные совещания. И с помощью республиканской властей мы хотим, чтобы освоение квартала, есть понятие комплексное развитие территорий, и по этому порядку как раз-таки вынесли на формирование, чтобы в последующем найти инвесторов. На совещании присутствовали потенциальные инвесторы, рассмотрены были варианты освоения, да. Конечно, там очень много обременений, и работа с обременениями, работа с самовольными постройками,
работа с комфортной средой, созданием общественных пространств, памятника, который расположен на сквере Ямщикова. Да, вот эти все работы, они включены в дорожную карту. Ну и, конечно же, включено мероприятие по привлечению туристов, по созданию там маршрутов, по созданию каталогов. Все эти мероприятия, в том числе обустройство инженерными коммуникациями, все мероприятия, они включены вот в эту дорожную карту, проект дорожной карты. Действительно, как вы отметили, разговоры о реконструкции велись уже давно, и 2 года назад, насколько я помню, было разработано несколько концепций реконструкции Залога. Расскажите, пожалуйста, о тех вариантах, которые были представлены. Так, как раз, как вы сказали, был проведен архитектурный конкурс на концепцию этого района. Как раз с этого и начинали. Действительно, были несколько вариантов, приняли участие и наши местные проектировщики. В целом было 3 организации. Горпроект, Арт-база-14 и компания Рождественская, это Москва. И как раз они явились победителями под руководством Нарине Чучевой. 2 варианта, которые у нас не прошли, финалисты, победители, соответственно, там решения были немножко другие, да, были представлены более масштабные варианты, то есть квартал у нас делится на 5 секторов, и в каждом секторе, например, авторы предлагали построить одно большое здание, а вокруг расположить деревянные здания зодчества, которые у нас остаются на месте. А у победителя был совершенно иной подход, тем он привлек нас. Этот вариант предполагает строительство новых объектов в одноэтажном варианте со стекленными фасадами, которые насквозь просматриваются. И в целом эти новые здания, по ее идее, они гармонично вписываются в эту среду, и в то же время они не загромождают застройку всего района. То есть исторические здания, они должны всегда выглядеть акцентом, и новое здание не должно на них преимущественно визуальное восприятие они не должны нарушать. Поэтому вариант, который у нас сейчас есть, с которым мы работаем, он как раз-таки очень эффективен, очень привлекателен. Мы этот проект выставляли на конкурс в зодчестве, он там занял место, и по отзывам экспертов тоже очень высоко оценен. Поэтому мы работаем с этой концепцией и уже давно все определились, и идет четкая реализация этого проекта. Очень хочется верить, что Залог все-таки наконец-то преобразится и станет действительно очень интересным местом притяжения туристов не только, может быть, из нашего города, но и со всей страны. Но если говорить о дне сегодняшнем, что сегодня из себя представляет Залог? Залог себя представляет, конечно, сейчас в данный момент расположение частных домов, многоквартирных домов, которые за этот период строились в соответствии с той планировкой, которая она была. И, конечно, очень большое обременение. И при этом надо в первую очередь нам расселить многоквартирные дома. Многоквартирные дома, они тоже там находятся или в частной собственности, и в собственности муниципалитета, и находятся еще на территории предприятия. Предприятия, которые организовывают там свой бизнес, которые имеют там магазины. И кроме этого, еще многие жители, которые имеют индивидуальное жилье, они построили на своих участках самовольные объекты капитального строительства. И существующие объекты исторического
исторической ценностью тоже используются сегодня жителями. И наша задача вот максимально сохранить те здания, которые там находятся, да, и за счет реновации улучшить их состояние и вообще создать среду, которая будет притягивать жителей города, будет зоной отдыха, и, ну, и в целом должно, вот этот район, он должен дать толчок вот развитию туризма, и чтобы наши гости, которые приезжают в город Якутск, они вот даже сегодня вот посещают этот район, и после того, как реновация пройдет, это место должно быть местом притяжения всего города. Ну вот как раз таки о мероприятиях хотелось спросить, которые затронут непосредственно жителей. Известно, что в скором времени Залог официально получит статус охранной зоны. Как это может отразиться на жителях самого квартала? И смогут ли они свободно, например, покупать и продавать свои земельные участки и дома на них построенные? Ну, на сегодняшний день, вот после принятия объединенной охранной зоны, жители, конечно же, имеют право продавать, покупать земельные участки, но они не имеют права строить. То есть новое жилье невозможно там построить. И, конечно, вот когда будет заходить застройщик, он будет покупать земельные участки. И когда будет расселение многоквартирных домов, это по программе переселения тоже будут в соответствии с законодательством, будут граждане переселяться в иные жилые квартиры. И ну, ситуация пока такая, так что ну, особо сейчас беспокоиться не надо, что кто-то будет что-то при принятии охранной зоны будет принято решение, что невозможно будет продать или покупать там участки. Ну а как будет решаться вопрос, например, с теми, кто уже самовольно когда-то построился на территории Залога? Что с этими объектами будет? Их все-таки заставят снести или разрешат оставить и использовать? Эти территории мы сейчас уже выявили, на территории, в которых построены объекты самовольного строительства. Жителей приглашали на административные комиссии. И в первую очередь данные объекты, они не смогут зарегистрироваться. Ну и дальше, в случае, если, например, собственник этого участка с объектом самовольного строительства не будет нарушать условия выкупа, да, то, конечно же, административный вот этот процесс будет продолжен, и объекты перед началом строительства, перед началом захода инвестора, они, конечно, будут снесены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Семен Афанасьевич, я благодарю вас за эту беседу. С нетерпением будем ждать, когда эти долгожданные проекты все-таки будут реализованы и Залог преобразится. Спасибо, что ответили на вопросы. Всего вам доброго. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью». На том, каким будет исторический центр города, квартал Залог, нам рассказал главный архитектор города Якутска Семен Сергеев. Берегите себя, носите маски, соблюдайте дистанцию в общественных местах и не забывайте дезинфицировать руки. До встречи в эфире.